Гавр – живописное, укрывающееся в крымских предгорьях селение. Оно расположено на берегах реки Бельбек у западного склона массива Бойко в Бахчисарайском районе. По археологическим исследованиям возникновение села относят к VIII веку. В то время долину Бельбека населяли потомки готов. В XIX веке это было мусульманское село. Историей села Гавр после возвращения на родину стал заниматься историк Реза Уджанурадинов. Он обосновался здесь в 1988 году. Общаясь с выходцами из этих мест, он узнал, чем жило село и каким оно было до депортации. Bu koyun manası neden pida olğanını başladım kıdırmağa. Son Türk-Rus sözlüğün içinde tapıldı o söz. Gavr sözü. O tercümesi bir yerin tupu. Son bir yerin bir jar olğan yeri. Cenkten o gün men bunda doğan insanlarla laf ettim. Onlar tarif ettiler. Öyle. Bunda bakçalar var. Alma bakçısı, krez bakçısı, armut bakçıları var idi. Ama esası bu koyun adamları uğraşarı tütüncülük dedi. No bek az bazı yerlerde de saçarı, buğday saçarı, arpa, cılap o şeylerde saçarı. Река Бельбек условно делила село на две части и некогда была полноводной. На ней располагалась большая водяная мельница, которая использовалась по назначению вплоть до 90-х годов XX века. Evliya Çelebi'nin vergen malumatında 16. asırdan o gün bu özenin adı Kabartı idi. Son 16. asırdan son onun adı Belbek oldu. Kalk Boman hayvan baktı, padaların suvardı, tarla bakçaların suvardı. O vakit şimdi siz görgen gibi suva az geliyor. Çünkü bu yağmur suları bu. Evvel zamanda bu Nomay bek doğulu kegen ozen idi, Balaban ozen idi. Çünkü bu ozenin suyu değirmenin tegerçikine aylandırırdı. O değirmeni de kurdu Türk poddunluya Mustafa Bey. Onu bugün gecik o kurdu değirmenini ve bu koydan çıkacak bir ev var, uzun bir ev var. Onda oturaydı onu soy akrabası. Değirmeni kurulganı 19. asırın sonlarındaydı. В середине XIX века в селе Гавр было две мечети – Большая и Малая. Большая соборная мечеть находилась на месте современного Дома культуры, который построили уже в послевоенное время. Balaban Cami o orta mahallede turgan cami. O kuruldu şu 18. asırlardaydı sonunda. Çünkü o eski camiydi. Da onun minareti uşamay bugünkü yapılan minaretlerge uşamay. O 4 köşe minaret. Etrafı mezarlık idi onu. Eski mezarlık. Onu yıktılar için? Çünkü medeniyet evini kurmak için. Medeniyet evi koyun ortasında olmak gerek. Camiden bir duvarı kaldı. Çünkü onun üstünde caminin pencereleri, resimleri durar. Karşı mahalleni orta mahallemen bağlagan ardımızda görüngen köpür. Köpürün geçkenimen on tarafında evvel zamanda duraydı cami. 13. yılda çıkan fotoda anda görünüyor. 25. yılın suretinde anda bu yerde karşı mahallenin camisinin tek minaretin yarısı dura.
В 1914 году в селе Гавр действовала и татарская религиозная школа, здание которой сохранилось до сих пор. Оно расположено на правом берегу реки Бельбек. Это одноэтажное здание с небольшим цоколем было построено в начале 20-го столетия. Его стены сложены из тесаного камня, а оконные проемы в форме арок и сегодня обращают на себя внимание. До войны здесь размещались начальные классы. Сейчас здание пустует. Бывшая 7-летняя школа, расположенная неподалеку, сейчас жилой дом. О богатом прошлом села Гавр говорят сохранившиеся здесь родники и колодцы, которые были вырыты в каждом дворе. В селе до сих пор сохранилось немало старинных крымско-татарских домов, свидетелей многих событий. Они и сегодня выглядят так же, как и 100-200 лет назад, и хранят колорит прошлого. Сізбен beraber bu Tixaya sokağına vardık. Anda bir bina kurduk. İçinde adam, anda kahvehane var idi, mal satkan kasaphanesi var idi. Ana o adamın evi İbrahim Bey'in evi deyip öyle tarif ettiler bana, öyle malumat verdiler. Son bu İbrahim Bey'in bahçeleri de var iken. После депортации коренного народа Гавр переименовали в Отрадное, а в опустевшие дома крымских татар заселили переселенцев из разных областей Украины. Нынешнее название Плотинное село получило в 1962 году. Сегодня село Гавр – излюбленное место туристов. Многие стремятся приобрести здесь недвижимость, возводят новые коттеджи на месте старинных домов. Вместе с ними исчезает и богатая история этого села.